Развитие и повышение эффективности сети социальной инфраструктуры в Якутии обсудили сегодня на круглом столе с участием председателя правительства Владимира Солодова. Новая программа оптимизации призвана прийти на замену нашумевшему постановлению о сокращении бюджетников в социальной сфере. Учитывая важность нового подхода к повышению качества оказываемых услуг и приведению их к единому высокому уровню на всей территории Якутии, премьер-министр отметил, что ни один квалифицированный специалист не подпадет под сокращение. Начало реализации новой программы запланировано на 1 сентября следующего года. В системе образования у нас работает 50 тысяч человек по всей республике. Из них предполагается, что за 3 года будет сокращено 380 человек. Это 0,65%. Но даже их, конечно, мы не можем оставить на произвол судьбы и не заниматься. Подход будет ровно такой же, как и в целом к анализу социальных учреждений. Вместе с районом, то есть это ответственность района, конечно, будет, комитет по занятости республики, ну и в данном случае Министерство образования, которое принимает систему, будет план высвобождающихся людей с квалификацией и с пониманием, кто эти люди, и им будет предложено и обучение, и трудоустройство. Как правило, это не учителя, то есть учителей там тоже минимально. Как правило, это вот эти примеры, которые Никита Викторович приводил, сторожа, кочегары, обеспечивающие специальности и так далее.